наше время существует множество вопросов и проблем среди молодежи, о которых редко предоставляется возможность поделиться и рассказать так, чтобы это дало хоть какой-то осязаемый результат. Однако нам предоставилась возможность рассказать о наболевшем, поделиться мыслями и предложениями о том, как и что можно было изменить в нашем государстве. В первую очередь, с нашей точки зрения, необходимы перемены в системе оценивания, которая действует в школах. Все мы очень разные. Кого-то природа одарила умением считать, кого-то рисовать и петь, а кого-то говорить на иностранных языках. Так почему же наше государство сделало для всех людей одинаково высокую планку по всем предметам? Во многих странах мира такие предметы, как искусство и музыка, вообще не оцениваются. Почему бы в нашем государстве сделать такую же систему? Зачет не зачет, как в институтах и техникумах по предметам, касающимся определенного таланта и умения. Ведь оценка 2 и 3 по таким предметам для человека, который плохо рисует, является определенным испытанием и ударом, из-за чего порой случаются депрессии, появляется замкнутость и неуверенность в своих силах. После чего он просто не хочет идти на этот предмет, так как знает, что там его ждет. Также можно сделать так, чтобы по таким творческим предметам снизился процент оценивания. К примеру, сейчас оценка 4 начинается с 75%, а 5 с 90%. А ведь для таких предметов, как искусство и музыка, можно 4 сделать с 60%, а 5 с 75%. Тогда у детей появится возможность больше внимания уделять точным наукам, и у них не будет развиваться комплекс неполноценности из-за того, что у них единственная тройка по искусству. Меня волнует проблема экзаменов, ведь и нас лишили возможности выбора экзамена, что сильно отразилось на нас самих и на нашем отношении к учебе. Почему человек, которому плохо дана математика, должен решать экзамен на таком же трудном уровне с теми людьми, кому она дается хорошо? Я думаю, что эта система более адекватная. То есть, если по старой системе мы оценивали знания учеников, точнее их удовлетворительное знание, начиная с 45%, то теперь это 50%. И я считаю, что знания учеников и должны оцениваться таким образом, поскольку половина того, что ученики должны знать, именно является, начиная с 50%. Еще одной проблемой в системе обучения, как нам кажется, является отсутствие в школе предметов, подготавливающих ученика ко взрослой жизни. В течение жизни люди сталкиваются с серьезными испытаниями, проблемами, такими, как потеря близких или развод родителей, страх быть непонятыми обществом. Многие в итоге замыкаются в себе. Однако в наше время в школах забывают о том, что по-настоящему нужно детям для их будущего, делая акцент на точных науках, но никак не на чем-то подобном психологии, учению о семье. Неужели столь сложно подумать о том, чтобы хоть час, отведенный на точные науки, достался созданию предмета под названием «Искусство жизни»? Для примера, даже у того же гуманитарного направления на точные науки уходит 6 часов в неделю, а на предметы по социуму остается лишь часа 2. А что уж говорить о математиках. По этой причине следует пересмотреть расчесовку школьных предметов, чтобы не возникало перекосов. Математика, физика, химия – эти предметы необходимы, никто в этом не сомневается. Но нравственные, духовные ценности, помогающие осознать, как жить, как не сбиться с пути, не опустить рук, понять, кто ты есть на самом деле, не менее значительны. Жизнь не строится лишь на точных науках, и школе следует заняться тем, чтобы подготавливать детей к самостоятельности. А вот тут как раз-таки наиважнейшую роль будет играть качество полученных знаний. Я считаю, что как можно раньше необходимо делить классы или детей на разные направления, чтобы были направления социальные, гуманитарные, различные творческие направления. И это бы было не с 10 класса, а, к примеру, с 6. 5 уроков математики, может быть, даже и много, а лучше было бы 5 уроков конфликтологии, учения о человеке, общения и тому подобных предметов. У людей с развитым правым полушарием могут возникнуть сложности при сдаче иностранных языков, в то время как людям с развитым левым полушарием это дается без каких-либо проблем. Также очень интересна и удивительна та закономерность, которая происходит из года в год, когда в классы реального направления идет 10% учеников одной параллели, в экономическое направление 20%, и наибольшая оставшаяся часть параллели отдает предпочтение гуманитарному направлению. Так почему бы не сделать разделение обязательных и государственных экзаменов по направлениям,
Например, реальное направление обязательно сдает математику, физику, химию, гуманитарное – литературу, языки, историю, а экономическое – экономику, математику и обществоведение. Планка оценивания экзаменов также сильно повысилась, что сильно усугубило положение учеников. Теперь, чтобы сдать экзамен, экзаменационная работа должна быть выполнена не менее чем на 50 баллов. А ведь не добрав хотя бы 1 балл в любом экзамене, которых будет 5, ученик просто-напросто не получает аттестат. Работа молодежь – это еще одна важная проблема, которая требует вмешательства государства. Как ни крути, все мы, еще будучи в школе, стремимся работать, так как наличие собственных денег очень привлекает. Но когда мы пытаемся устроить себя на работу, мы сталкиваемся с множеством проблем, такими как возрастные планки, ограниченное количество часов работы и требуемое разрешение от родителей. А ты, Катя, хотела бы устроиться на работу? У меня, конечно, желание есть, но судя по прошедшему лету и по результатам поиска моей работы, я поняла, что это сделать очень сложно. А с какими трудностями столкнулась ты? Первая трудность, с которой я столкнулась, наверное, закон, который ограничивает мои возможности и препятствует возможности работодателя. Еще там, где ищут работу, нет места нам из-за неподходящего возраста. Еще хочется заметить то, что подростки моего возраста работают максимум 7 часов, в то время как средний рабочий день длится 12 часов, и работодателю невыгодно брать просто меня на работу. А что бы можно сделать, чтобы молодежь не сталкивалась с такими трудностями? Как ты думаешь? Мне кажется, это то, чтобы я могла сама регулировать свои рабочие часы, и чтобы мой возраст не являлся препятствием для работы. Ирина Валюлис, Анастасия Бочкова, Яна Спиркина, София Чернова и Екатерина Румянцева специально для проекта «Посмотри другими глазами».